Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан увеличит поставки газа в Узбекистан. Президент Туркменистана поздравил с днем рождения главу Киргизстана. В Вене прошло заседание австрийско-туркменского общества и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили увеличение объемов поставок туркменского природного газа в Узбекистан. В ходе разговора было обсуждено нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах. Национальный лидер туркменского народа и глава Узбекистана отметили высокую эффективность совместной работы в газовой сфере, указав на ее долгосрочный характер, и согласились об увеличении объемов поставок туркменского природного газа в Узбекистан. Также подчеркнуты большие перспективы в реализации совместных газовых проектов, планируемых к осуществлению в ближайшее время. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и добрые пожелания президенту Киргизской республики Садыру Жапарову по случаю его дня рождения. Под вашим мудрым руководством братский Киргизстан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, повышения авторитета на международной арене и улучшения благосостояния народа, говорится в послании. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Давлетмамеда Азади начала работу двухдневная международная научно-практическая конференция «Инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам». В гибридном формате форума участвуют преподаватели, профессора, эксперты и специалисты в области лингвистики и методики преподавания иностранных языков из Туркменистана и более чем 30 зарубежных стран. В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы взаимодействия по приоритетным направлениям, обучение иностранным языкам, применение современных методов и развитие системы обмена студентами. В Вене прошло очередное заседание австрийско-туркменского общества. В мероприятии приняли участие представители туркменских и австрийских компаний. Президент общества Неда Бергер представила обзор событий 2024 года. В ходе встречи также были избраны новые руководящие лица. Кристиан Эдер назначен генеральным секретарем, а Батыр Таганов – вице-президентом общества. Заседание завершилось выступлением оперного певца Константина Риталя-Кобылянского, который поделился впечатлениями о своих недавних выступлениях в Туркменистане и выразил восхищение страной. В Брюсселе состоялось 23-е заседание совместного комитета Туркменистан-Европейский Союз, в котором приняли участие высокопоставленные представители обеих сторон. Встреча была посвящена широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговое взаимодействие, энергетику, охрану окружающей среды и гуманитарные обмены. В ходе заседания стороны обсудили поддержку вступления Туркменистана в ВТО, макроэкономическую ситуацию, транспортную связанность и цифровизацию. После реконструкции введен в эксплуатацию таможенный пост Фарап-Автоялары, расположенный на границе Туркменистана с Республикой Узбекистан. В результате реконструкции общая площадь поста была увеличена с 5,2 гектаров до 10 гектаров. Новые смотровые ямы позволяют одновременно провести таможенный досмотр 16 транспортных средств. Двукратно увеличилась общая пропускная мощность до 500 транспортных средств в каждом направлении, что составляет 1000 автомобилей в день. Ученые из Бристольского университета представили первую в мире алмазную батарею на основе радиоактивного изотопа углерода-14. Благодаря уникальной структуре алмаза, полностью поглощающей излучение, устройство абсолютно безопасно. Примерный срок службы устройства составляет 5700 лет. Алмазные батареи могут стать идеальным решением для энергоснабжения устройств, требующих длительной автономной работы, таких как кардиостимуляторы, космические аппараты и датчики в труднодоступных условиях. Биткоин установил новый исторический рекорд, преодолев отметку в $100 000. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано всего несколько недель назад, когда биткоин достиг отметки в $97 000. Эксперты связывают такой стремительный рост с рядом факторов, включая победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и растущий интерес инвесторов к криптовалютам. Биткоин уже давно перестал быть просто цифровой валютой. Сегодня это полноценный актив, который можно использовать для инвестиций, платежей и даже как средство сбережения. На Конгрессе Международной федерации тяжелой атлетики в Манаме было объявлено, что чемпионат мира по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Ереване. В 2025 году соревнования примет норвежский Форд, а в 2026 – китайский Нинбо.
Также было объявлено об увеличении финансирования с 2025 года до 850 тысяч долларов, которые будут распределены между всеми национальными федерациями. Саудовский Аль-Хиляль и мадридский Реал сыграют в группе H на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года. Жеребьевка группового этапа прошла в четверг в Майами. Обновленный клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.